честь вам, ветераны, спасибо вам за мирный день, спасибо вам всем за победу, что не коснулась войны тень. Самые искренние и добрые слова благодарности звучат в адрес тех, кто воевал за мирное небо над головой. Не только выучить стихотворение, но и украсить окна победы. Георгиевские ленточки, белые голуби мира и главный символ победы – вечный огонь. К оформлению здесь подошли ответственно. День Победы – всеобщий праздник. Майский праздник, День Победы, отмечает вся страна. Надевают наши деды боевые ордена. К 9 мая снова надевают свои ордена ветераны Великой Отечественной, а окна Победы украшают уже сейчас. Рядом с праздничной атрибутикой портреты героев Великой Отечественной войны. Искренние и творческие окна сближают всех людей от мала до велика, говорит Ева Бакаева. Девочка принимала участие в акции и в прошлом году. Ее двоюродный прадедушка Дауд Бакаев в 1941 ушел добровольцем на фронт. Как и многие его односельчане в его возрасте, он считал своим долгом и обязанностью служить Родине. По некоторым данным, он участвовал в боевых сражениях в городе Мариуполь. После апреля 1943 года о нем не поступало никакой информации. И только после войны его родным и близким пришла весточка о том, что он пропал без вести. Путь к победе был очень долгим – 1418 дней и ночей. Почти из каждой семьи кто-то добровольцем ушел на фронт. Селима и Хадижа мало знают о своих родственниках-ветеранах, но уже подготовились к большому празднику. Сегодня День Победы, и все мы вспоминаем, как воевали деды, страну для нас спасали. Важный день для всей планеты, вечен он непобедим. Отмечаем День Победы, знаем, любим и скорбим. К акции подключаются по всей республике. Это повод почтить память и сказать героям слова благодарности. Принять в ней участие можно просто и не выходя из дома. Для этого необходимо сфотографировать оформленные окна и разместить в социальных сетях с официальным хэштегом «Окна Победы» вместе с благодарностями к героям в преддверии Дня Победы. Не зря говорили наши отцы и деды: праздник со слезами на глазах, потому что с таким трудом добывалась, завоевывалась эта победа, что ее игнорировать, этот праздник, никак нам нельзя. Мы должны передавать детям, всем поколениям, что самый значимый из всех праздников, из всех мероприятий, из всех дат, именно эта дата, 9 мая. Людей, которые храбро сражались за нашу Родину, с каждым днем все меньше и меньше. Сохранить память о них и славных подвигах на фронтах Великой Отечественной – наша главная задача. В преддверии Дня Великой Победы украсили не только окна, но и территорию. Так, во дворе Дома культуры поставили вот такую машину временных лет, которая до сих пор в рабочем состоянии. В этом году «Бессмертный полк» снова пройдет в онлайн-формате. Посыл всех акций – сказать спасибо нашим родным и близким, отстоявших Родину. И этому, как в прошлом году, не помешает неблагоприятная эпид-обстановка. Хава Гагиева, Магомед Шаухалов, Новости 24.